профессия называется сценограф, художник-постановщик. Художник-постановщик, сценограф – это человек, который создает на сцене вместе с режиссером художественный образ, внешнюю форму сценографии спектакля. В принципе, художник-постановщик является почти что режиссером, и он имеет очень большую роль в постановке, в концертах и так далее. Потому что, создавая спектакль, прочитав сначала от автора пьесу, мы с режиссером создаем идею, задачу постановки. Идею, задачу постановки художник захватывает и как бы предлагает еще свою версию. Исходя из этого, мы с режиссером начинаем обдумывать все варианты определенной темы и находим там самую главную задачу, что мы хотим донести до зрителя. Я родилась в прошлом веке. Как и все дворовые дети, мы во дворе создавали всякие мероприятия типа концертов для родителей и так далее. И из листиков, из веточек мы создавали кукольные театры и так далее. Вот оттуда с детства идет любовь к театру. Я поступила после школы в художественное училище имени Гоголя. Это тогда было очень сильное художественное заведение. После этого я поступила здесь, Алматинский театральный художественный институт, но в то время у нас были такие вот с Россией, с Петербургом, с Москвой обмен студентами. На втором курсе я уехала в Петербург. Конечно, в то время, это 70-е, 80-е годы, когда был бум театральной деятельности, я практически все посмотрела, потому что это меня заворожило. Я просто была удивлена тем, насколько театральное искусство было тогда на высоте. Это и Высоцкий, это и Вертинская, и это и Гурченко, и Басилашвили, то есть Плисецкая. Я практически все это видела, потому что я была молодая и была очень заинтересована все увидеть. Но я хочу сказать, что свою любовь к театру у меня началось с 15 лет, когда я ходила в школу, и здесь были танцевальные команды, и мне очень хотелось танцевать. Я не прошла, потому что у меня нет данных. Но любовь к танцу, любовь к пластике у меня всегда была, и я восхищаюсь уйгурскими танцами, композициями, естественно, музыкальными композициями, потому что это действительно очень красивое искусство нашего народа. После окончания, конечно, меня пригласили в Уйгурский театр. Пришла я, когда впервые в Уйгурский театр, тогда у нас была практика, мне было, наверное, 16 лет. Прихожу в художественный цех, там, значит, находится, то есть работал художник. Я так смотрю, такой худощавый, интересный мужчина, я совсем юная, молодая девочка. Я прихожу и говорю: а вы кто? А он говорит: я главный художник, меня зовут Файзрахман Ибрагимов. А ты кто? Я говорю: а меня прислали, у меня практика, вот посмотреть, как, что. Я увидела очень многих здесь художников. Это и Росихин, и Сулеев, и Флабер, и Василий Николаевич, декораторов, исполнителей. Но Файзрахман Ибрагимов, он здесь прослужил очень многие годы. Проработав какое-то время в театре, я, конечно, влюбилась в эту свою профессию. Эта профессия моя, сценография, художник, не декоратор. Декоратор – это исполнитель, именно постановщик. Вы знаете, это чувство, когда ты видишь каждого актера, каждого работника, что ты за него в ответе. Ты его видишь как своего ребенка. Потому что я вот какой-то период даже не могла бросить театр, потому что я знала, а кто? Ну, сейчас у нас хорошо, пришел молодой, хороший парень, Рустам Мусаев. Вот. Это уже другое поколение, инновационное, как говорится. Сейчас новые технологии и все прочее. И я думаю, что нашему театру очень повезло, что именно пришел этот молодой человек. Я проработала очень много лет в Жургеново. Ребята, которые учились на сценографии, в основном приезжие. Это разные города Казахстана. В академии у нас была плеяда наших уйгурских профессионалов, когда я работала, ведущую роль играла, значит, на кафедре сценографии.
На кафедре живописи был Руслан Юсупов, театроведческа был Ахмеджан Кадыров, Гульнара Саитова в хореографии. То есть вот эта плеяда моего поколения, оно в Жургенова сделало очень большую работу. Сейчас, когда мы видим наш театр, мы видим наши декорации, наш музыкальный репертуар. Те, которые приходят, допустим, мои знакомые, они удивляются, насколько у нас профессионально, даже выше где-то, чем другие театры. Потому что у нас и ручная работа, и сейчас очень модно, конечно, это экран и так далее, но жанр театральный, именно сценографию, мы не должны терять. Потому что, как говорится, новаторство – это хорошо, новаторство – это хорошо, но новаторство, оно может иногда, и я имею в виду в моей профессии, оно может где-то и погубить творческое, художественное восприятие. Потому что, когда человек приходит смотреть что-то, он должен, понятно, что слышать, но он должен и видеть. Как говорится, открывается сцена, и мы видим атмосферу. Сценография такая вещь, когда мы должны показать именно характеристику эпохи, времени, жанр. Очень важный жанр, потому что, когда работаешь с режиссером, я прежде всего говорю, в каком жанре вы будете работать, в каком жанре, потому что жанр – это важно, а ведь жанров много. Что такое вдохновение? Вдохновение – это шепот души, который через мозг, через ум переходит в творчество, и оно должно осуществиться на плоскости. Бывает так, прочитаешь пьесу, и у меня нет такого, что я там месяцами делаю декорацию. Чаще всего вот мы работали с Шамиевым, с Мухитом, с Ахмадеевым. Как мы работаем? Там еще много разных режиссеров. Вот они садятся, и я говорю, рассказывай свою пьесу. Он начинает рассказывать. И я тут же на ходу начинаю рисовать. Просто я молчу и слушаю. Потом на следующий день я предлагаю свой еще один вариант. А давай попробуем так. А может быть, мы облегчим так, а может так. И получается, что в среднем мы потом находим общее. В данный момент мы сейчас делаем с молодым Авдоновым сказку, легкую сказку, такую воздушную, легкую. Вот. Тоже очень быстро мы ее сделали, в течение месяца, наверное. Ну, там сам по себе и сюжет, и сама постановка, и сама тема обязывает такое время, и все это взаимосвязано. Конечно, я бы очень хотела бы, чтобы к нам именно художественные цеха, монтировщиками приходили люди образованные. Дорогой зритель, любимый зритель, ну, мы все для вас. Если вас не будет, и нас не будет.